Мы продолжаем серию, связанную с историзмом в чувашском изобразительном искусстве. И как сегодня мы, наверное, завершим советский период. То есть как бы продолжаем и, может, даже сегодня и завершим. И пойдем уже по современной истории. Историзм современной, то есть художественной, так скажем, живописи и так далее. А сегодня, посмотрите, я хотел бы обратить внимание на гигантское, в буквальном смысле, большое полотно вот перед нами, картина, которую написал Овчинников Николай Васильевич. Это очень хороший человек. Понимаете, наш Андриан Николаев, он марпасадский, шоршовский. А Овчинников Николай Васильевич, он тоже марпасадский. Я тоже марпасадский. И вот сама картина, я вначале представлю, Овчинников Николай Васильевич родился в 1918 году и в 2004 году умер. Называется картина «Здравствуй, земля». Вот. Если написано в 1964 году. Вот обратите внимание на саму, так скажем, композицию данной картины. Если взять, где находится наш Николаев Адриан, то получается, что он находится около Шоршилов. То есть получается вот эта возвышенность около Шоршилов с правой, когда мы едем в Марпасад, то есть с левой стороны получается. И сама река Цивиль. Вот. Но я хотел бы обратить внимание и поразмыслить. Вот мы говорим об историзме, о символизме. Вот почему в космос полетел не чеченец, скажем, первый, не татарин, не калмык, вот, и так далее. Представители других малых, там примерно за 180 народов российской, то есть тогда СССР, Советского Союза. И вдруг, первый, понятно, Юрий Гагарин, представитель русского народа. Великого, как говорят, русского народа. Вот. Вторым – Титов. Считается он русско-еврейской, представитель русско-еврейской семьи. Ничего здесь плохого нет, не удивляйтесь. В свое время и Иван Яковлевич Яковлев должен быть благодарить евреям, то есть СССР, говорю, и Российской империи, потому что вы помните, что до 1882 примерно вот этих годов евреи не имели права проживать в столичных городах, в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть, так скажем, термин такой оседлости. То есть им запрещено было в определенных городах, в частности столичных, проживать. И в общем-то, они фактически выращивали и Ивана Яковлевича Яковлева, и других многих выдающихся людей, если честно говоря, и Ленина, и Сталина, и так далее. Если пойдем по политической линии. А здесь, смотрите, третьим в космос полетел наш чуваш. Чуваш, обыкновенный чуваш, да, крепкий, да, среднего роста, из глухомани, не из Чебоксар, не из Алатыря, даже не Марпасада города, не Ядарина, не Цивильска, а обыкновенный, так скажем, рядовой, в буквальном смысле рядовой, потому что отец у него был конюхом, а мать обыкновенной, так скажем, работала на ферме. То есть термин «колхозники». То есть, если взять, кто он по происхождению, он обыкновенный хурахалах. Он не представитель аристократии, родовой или новый. Вот. В семье у него не было интеллигенции, все обыкновенные, простые люди. И вдруг наш чуваш, Андриан Николаев, стал космонавтом. И самое интересное, я еще иногда думаю, почему центр, сейчас федеральный центр, тогда союзный центр, обратил внимание на чуваша.
Я иногда вот думаю, и знаете, прихожу к какому выводу. Вы помните, что первый народ, который массово, примерно, Василий Дмитриевич пишет, 120, 130, 140 тысяч человек вошли в состав мирно, добровольно, вошли в состав русского, уже, скажем, централизованного государства, это представители чувашского народа. Добровольно, мирно. И только потом, на следующий год, это в июне 1551 года, и только в следующем году вошли марийцы, и процесс пошел. То есть у истоков империи, Российской империи, стоял, ну, не многомиллионный, конечно, чувашский народ, но 100-тысячный, чуть больше, чувашский народ, чувашская аристократия. И я вот иногда думаю, вот Петр Первого взять, ну, это Иван Грозный, понятно, он, значит, проезжал и на корабле, и по территории Чувашского края, вот, с прародителем моим встречался, с Топай, Семеля, это мы говорим, Юмжа Топай, жертвоприношение, чуб, как на корабле, когда Иван Грозный плыл. Это особый вопрос. А вот взять Петра Первого, вот некоторые скажут, при чем здесь Андриан Николаев, Шоршелы, Чувашская земля и Петр Первый. А вы вспомните, до Петра Первого у нас была своя чувашская аристократия. И родовая в основном, и аристократия, которые представители жречества, то есть юмжи. При Петре Первом они стали что? Они вообще были уравнены с хурагалах. То есть, предположим, что Андриан Николаев, да, папа, мама, колхозники, тогда все колхозники были на селе, вот, ну, совхозники были тоже, совхозы. Предположим, что род Андриана Николаева – это при Петре уравненные с хурагалогом кто? Аристократия родовая. Возможно такое? Возможно, потому что считается всегда, хоть у татар, марийцев, мордвы, у русских, аристократия, она дает в потомстве сильных людей, и космонавтов, и ученых, и политиков. Вот, например, роды у нас сейчас, которые управляют Российской Федерацией, Нарышкины. Иногда ему задавали этот вопрос. Это древний род, дворянский род. Я помню, где-то в интернете или где-то по телевидению у него спросили, вы представляете, видать, в нынешней вот политике тот род, который управлял при Петре и далее. Он улыбался, да нет, типа так. Вот, как бы так. А еще из таких крупных, а ведь Нарышкин, Нарс, вы вспомните Нарс. Что значит по-чувашски Нарс? То есть, что? Февраль, зимний, с персидского слова новый день, рожденный новый день. Вот так переводится с персидского, ну, сиратского, скажем так, в чувашском языке оно есть. Некоторые улыбнутся и скажут, причем здесь Нарышкин и чувашская аристократия, причем здесь, мол, Нарышкин и Андриан Николаев. То есть, вспомните, когда Петр I уравнял чувашскую аристократию с хурагалахом, что случилось? Подавляющая часть, или какая-то часть, может, да, уравнялась, так, но она генетически не истреблена была, как при монголо-татарах. Тогда, вы знаете, при Батые истребили 1 300 000 из 3 миллионов. Вот. И в основном истребляли не хурагалах, а аристократию, потому что аристократия чувашская, и вообще и у других, и татарская,
и Кыпчатская, и Ногайская, и так далее, Касимовская, касимовских татар. То есть они же покупались, они при, так скажем, всеми правдами и неправдами, вплоть до званий давали, дома давали, жен давали, лошадей, золота, серебра, и они становились, вот как Суворов, представитель русской аристократии, Нарышкин, представитель русской аристократии, Шуваловы, это тоже представители российской аристократии. Сейчас Шуваловы тоже управляют Российской Федерацией. Сложно сказать. Если генетику посмотреть, вот мы все о генетике говорим, покопаться у Андриана Николаева, посмотреть генетику, я имею в виду ДНК, у других представителей, и можно всю правду узнать. Только изучение генетики, конечно, я как-то говорил, 400 тысяч рублей, так утверждают, но это другой вопрос. Вот. И еще смотрите, одно это уравнял. Вторая часть, она все-таки перешла, и о чем мы сказали, Суворовы, Шереметьевы, Нарышкины, вот, Шуваловы, они перешли в российскую аристократию. И вот смотрите, что происходит? Я иногда думаю, вот рано или поздно, чтобы реформы в Российской Федерации пошли, видать, Путину или, может, другим лидерам, президенту Российской Федерации, рано или поздно придется все-таки столичным городом, хотя как бы вторая столица она существует, восстановить Санкт-Петербург. Потому что при Петре Первом, вспомните, страна была консервативная, патриархальная, феодальная, крепостническая, купеческая, но бородатая, немытая, скажем так, не знали никаких иностранных языков, и самое страшное стремлений-то не было знать английский, французский, немецкий и прочие языки. Не было стремления выехать, чтобы вот российская тогда, русско-российская, скажем, аристократия выезжала куда? За границу, получала образование. То есть православные круги и другие консервативные отрицательно к этому относились. И смотрите, Петр I, чтобы сломать хребет вот этому консерватизму, патриархальщине, вот он в 1703 году создал новый город, в последующем который стал столицей. Все сломал, так скажем, на этой территории, пускай на финской территории, построил на болотах, на костях, на крови, потому что, как некоторые вот реставраторы, которые сносят старые дома или даже реконструировать, и там в фундаментах и где-то что-то всегда находят черепа и скелеты. То есть новый город, новая, так скажем, вот это последующем буржуазная Россия, вот в ходе реформ Петра I создавала новую вот эту генерацию, скажем, термин есть, рекрутировала из простолюдин и священнослужителей детей из разных категорий новую российскую аристократию, которая фактически этот корабль на запад повернул, который называется Российская империя, и империю создал. И вот когда я сопоставляю Андриана Николаева, нашего чуваша, мы ведь, Россия благодарна чувашам. Чуваши фактически никогда Россию не предавали. Вот парадокс, интересно, не предавали, да, они потом приняли христианство, и даже до христианства в определенной степени, 100, 200, 300 лет после вхождения в состав в июне мирного добровольного, так скажем, в 1551 году восстания не было. Элементы были. Был случай, когда в 1554 году вот из-за татарского, так скажем, влияния
так у них начинается восстание, у марийцев начинается восстание. И некоторая часть крестьян, одурманенные и купленные, вот цивильский пример я вам скажу, 70 человек, цивилян, было повешено русскими войсками по дороге, в самом Цивильске и по дороге. То есть вот элементы были, но массово, как у марийцев, как у татар, у башкир этого не было в первое, потом только антифеодальное восстание. Вот у нас у чуваш такого не было. И вот связываясь с Андрианом Николаевым, то есть получается, что Российская империя, благодаря Иру, чувашам тоже, она и создалась, она окрепла. Наши ведь десятки тысяч чуваш воевали в различных войсках и участвовали в различных войнах, которые Российская империя вела. И погибали, и не возвращались чуваши. И верно, так скажем, верой и правдой за отца, то есть, ну, имеется в виду за Бога и царя, за родину воевали. Вот иногда, вот поэтому, когда по Андриану говорят, почему не мариец, почему не мордвин? Вот, конечно, может, некрасиво звучит, вот, но именно третьим человеком, который стал космонавтом в России, в СССР, значит, это был Андриан Николаев. Вот у меня вот такие, может, не исторические, может, историка, такие вот философские, иногда вот такие. К сожалению, у нас ни проспекта нет, есть маленький огрызок улицы, есть памятник, тоже такой вот, не слишком хороший, пришибленный памятник, там где-то около 10 миллионов угрохали, памятник такой маленького Николая, такой жирненького Николая, я имею в виду Андриана Николаевича, то есть так Андриана получается, вот. Хотя я разговаривал с Нагорновым, вот он сказал, что уже был готов памятник прекрасный, он и есть, он высоковатый, в форме, идущий, знаете, какой памятник? Идущий по, вот как Гагарина показывает, помните, да? Вот он, когда прилетел, дорожка, и Гагарин идет по этой дороге. Очень красиво. И вот примерно такого Гагарина, такого нет памятника, а вот у Андриана Николаева, значит, вот Андриан Николаев, он, конечно, такой памятник есть, но переиграли. И еще другой памятник, ну, вот отрезанная голова, если так скажем, отрезанная голова и глыба. Вот как неудачный памятник с Иваном Яковлевичем Яковлевым, тоже неудачный памятник, он, ну, на чем-то, на камне. Я знаю, и другое слово говорят, ну, не будем плохое говорить, на камне сидит Андриан Николаевич, тоже зашибленный такой вот, скрюченный, спина вот такая, так скажем, вообще пришибленный. Вот. И вот тот Андриан, который, вот знаете, все вот наши чебоксарцы, горожане, конечно, тоже неудачный памятник. И первый неудачный, и второй неудачный. Не проспекта говорю, то есть значение, ведь он, это советский период, значение для нас, ведь он же сделал, знаете, какое? Вы давайте посмотрим на хронологию, уважаемые коллеги. В 1964 году написана картина, да. Полетел он в 1962-м, так вот, да, потом второй раз летал. Но вот именно если мы возьмем 60-е годы и последующие, что сделал Андриан Николаев? Первое. Мир стал знать о чувашах. Весь мир знали, где Чебоксары, где Андриан Николаев родился, даже Шоджо. Я по радио слушал, знаете, потом, это уже когда памятник ему открыли, вот когда уже после похорон, значит, вот эту часовню, и прям в Шоршелах открыли часовню, где захоронен прах, или вот это вот захоронен Андриан Николаевич
космонавт имеется в виду. Вот. Шоршелы. Все смеются над этим словом. Шоршелы, обычное ударение, но шоршелы. Звучит так. И к чему говорю? Что он подтолкнул? 62-й, 64-й год, 70-е годы. Давайте перечислим. Кроме того, что мы в мире его стали знать, нас, то есть не его, но его тоже, нас, чуваш. Он, смотрите, что начинается? Массовое строительство в Чебоксарах. Появляется город Новочебоксарск. Появляется гидроэлектростанция Чебоксарская. Дальше химпром появляется. И он же подтолкнул строительство промтрактора. Фактически благодаря ему, его полету, мы получили новые Чебоксары, имеется в виду тракторостроителей. Это практически 40% и в земле, имеется в виду объем, вот это, так скажем, и жилья жилищного, столько квартир, и численность населения увеличилась в Чебоксарах в разы. То есть, поэтому я, как историк, думаю, вот историзм, это, наверное, получается культ личности Николаева, Андриана Николаева, культ личности. А почему бы нет? Он никого не расстреливал, он никого не убивал, никого не обманывал, он никогда не воровал. И дочь его уважает, да. И мама его всегда любила, и он всегда приезжал. И братья. И всегда он к чувашам относился с уважением. Он всегда, будучи генералами, медалями, орденами и дважды героем, он всегда приезжал в Чебоксары и всегда помогал. Я вообще иногда думаю, если его роль личности в истории для чувашского народа, это, наверное, после Яковлева, вот, может, до Яковлева Яким Бичурин, выдающийся, мировой, конечно, он не строил у нас в Чебоксарах, Чебоксары, Новочебоксарский, Химпром и прочее. Иван Яковлевич тоже не строил город, но Иван Яковлевич открыл институт, фактически университет, вот, фактически подготовил 1200 учителей и священнослужителей, более 400 школ. И вот Андриан Николаев, в отличие от них, но по масштабу такой же международный, мировой известный, он толчок дал экономике. Что главное? Наверное, экономика тоже.